И когда в XI веке шел спор, значит, один из монахов сказал антиохийскому патриарху: вот вы хотите церковь автокефальную абхазскую, ну у вас должны быть основания. Он говорит: у нас был апостолом Андрей Первозванный, который призвал Петра, а Петр основал вашу церковь. Так может ли призвавший подчиняться призванному? Видите, какая интересная... Архимандрит Дорофей рассказывает абхазской аудитории эпизод из жизни грузинского монаха Георгия Атанели. Архимандрит Дорофей не называет личность Георгия Атанели, упоминает его со словами «один из монахов» и преподносит этот эпизод аудитории так, как будто спор с антиохийским патриархом шел об абхазской, апсуйской церкви. К сожалению, абхазские сепаратисты активно занимаются искажением, присвоением и фальсификацией истории Грузии. На лекции не было сказано, что этот эпизод содержится в жизни грузинского, картвельского монаха Георгия Атанели и касается грузинской церкви. Не существует более достоверных доказательств, чем языковые данные. Язык обязательно будет отражать историю народа, говорящего на этом языке. Этот след остается в любом языке. И если мы допустим, что население царства Абхазети, то есть население Абхазского царства, было абхазским, тогда это обязательно должно было вызвать превращение абхазского языка в книжный язык, чего не произошло. Без письменности практически невозможно управлять государством. Это было так и в прошлом, и это так и в настоящее время. Почему абхазы не создали свою письменность, если это действительно было их государство? Почему в абхазском языке не осталось следа того, что они имели опыт управления государством? Как вам известно, на грузинском языке создавалось множество чиновнических терминов в соответствии с тем, какие должности заводились при царском дворе. В абхазском языке нет подобных фактов. В абхазском языке не существует никакого такого древнего термина, действительно абхазского термина, который бы указывал на опыт управления государством.